Приветствую вас, дорогие львы, вы на канале Таро-дома, меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на весну этого 2024 года. Мы с вами смотрим месяцы март, апрель и май. Смотрим, открыты или закрыты будут двери для вас в 4 основные сферы жизни. Это любовь, работа, деньги и здоровье. Вот у меня есть такая колода, она так и называется, 78 дверей, на ней нарисованы двери. Они здесь либо закрыты, да, либо открыты. Закрыты, ну, это считается открытая дверь. И уже от этих карт, которые выпадут на сферы жизни, я смогу вам сказать, что у вас будет происходить. Все будет идти легко, просто, или все будет с какими-то неприятностями, преградами, сложностями. То есть, если вы, допустим, запланировали что-то на этот период, на весну, в какой-то из сфер жизни, а выпадает закрытая дверь, то есть она говорит, что, ну, скорее всего, не будет так, как вы планируете, так, как вы хотите, я вас об этом предупрежу. Ну что, начинаем. Ну и также хотела сказать, что в прогнозах на такие большие периоды, как сезон, нет смысла смотреть как-то детально, мелко, потому что очень большой период, 3 месяца, 90 дней, да, то есть может там 100 раз все меняться за этот период, поэтому можно только смотреть в целом ситуацию. Ну что, поехали, львы. Смотрим, львы, весна, март, апрель, май 2024 года. Покажите мне для львов 4 сферы, 4 двери. 4 основные сферы. Открыты или закрыты будут эти двери. Львы. Дверь в личную жизнь. Весна 2024 года. Львы. Дверь в работу. Весна 2024 года. Двери в финансы. Львы. Весна. И двери в сферу здоровья. Весна 2024 года. А теперь смотрим. Каждую карту я буквально кратенько вам расскажу, что я вижу. Дверь в личную жизнь для вас. Смотрим, что здесь. Королева мечей. Королева мечей не очень хорошая карта для отношений, потому что она всегда показывает пустоту, одиночество. Она показывает... еще, ну, здесь как бы дверь открыта, скажем так, да, дверь открыта. Нет закрытой двери, но иногда бывают исключения. То есть иногда дверь открыта, но карта показывает, что ничего хорошего ждать не приходится. Вот как от этой королевы мечей. Здесь еще карта часто показывает, знаете, такую вот какую-то зацикленность, что ли, я не знаю, как правильно выразить, зацикленность, скажем, зацикленность на ком-то, на каком-то человеке. То есть это может быть любимый человек, это может быть ребенок, как вариант, еще ребенок тоже. Когда мы полностью концентрируемся на одном человеке и не видим всех остальных. Вот просто как с ума сходим из-за кого-то. И тут карта тоже предупреждает. Она говорит, вам надо выйти из этого транса, да, грубо говоря. Вам нужно прийти в себя. Перестать, иногда карта показывает женщину в каком-то, знаете, горе или печали. Ну, допустим, там вы расстались зимой, и вы никак не можете выйти из этого состояния. Или, допустим, вы сильно поругались, был какой-то горький опыт, там, допустим, человек поступил, как-то себя повел очень плохо. И карта говорит, вы зациклились на этой ситуации и не можете из нее выбраться. Это вообще карта такой эмоциональной опасности. Поэтому тут для вас предупреждение. Весной вы должны избавиться от этого безумия. Вот у меня прям, знаете, такое безумие идет, безумие в вашей голове. Нету, да, нету ни зрачков, ни глаз, ничего. Человек ничего не видит перед собой, пелена, просто ничего не видит. И вот вы как-то одурманены кем-то или чем-то. И вам надо с этой королевой мечей разобраться однозначно. А покажите мне, что здесь надо сделать львам. Туз мечей сам перевернулся. Разрубить, отрезать, да, то есть туз мечей это всегда вот отсечь эти воспоминания. Может быть, это воспоминания, может быть, это человек, который на вас давит каким-то образом, как вариант, может так быть. То есть карта говорит просто вот отсечь эту пуповину. Иногда мы расстаемся, но в воспоминаниях вы постоянно как будто бы в паре с этим человеком. И карта говорит, отрежь эту пуповину, потому что ты здесь, а этот человек уже в другом месте. А вас вот эта пуповина, она как бы связывает и держит. Тебе надо ее просто обрезать, чтобы ты больше не была к нему привязана, да, или привязана, если вы мужчина.
к этой женщине. Вас вот как будто какая-то соединяет невидимая нить такая. Это может, кстати, касаться взрослых детей тоже как вариант. Допустим, вы взрослый человек, у вас есть взрослый ребенок, и вы очень привязаны. То есть вы не даете жизни своему взрослому ребенку, то есть постоянно контролируете, управляете, пытаетесь там подсказывать. Карта говорит, тоже нужно обрезать. Вы одержимы, вы с ума просто сходите уже. Периодами вам кажется, что вы реально сходите с ума. А ну, дайте мне какой-то совет по этой королеве мечей для львов. Совет, что вы посоветуете? Спасать себя. Пятерка кубков – это карта спасения себя. Видите, она стоит, кричит, зовет на помощь. Спасите, помогите, там, горю, тону. А карта говорит, спаси себя сама. Никого нет, ночь. Рядом никто тебя не спасет, пока ты сама себя не спасешь. Ищи выход, ищи другой выход в доме, беги. Беги, там, не знаю, возможно, перелазь через окно, да, то есть там вот дерево есть, можно по дереву спуститься. Карта говорит, ищи выход. Может быть, есть лестница с крыши какая-то там. То есть нужно бегать в поисках выхода, искать, пытаться себя спасти. А она решила, что путь ее спасения – это просто кричать и ждать, пока кто-то придет и ее спасет. Никто вас не спасет. Понимаете, никто вас не спасет от этого дурмана. Вы сами должны себя спасти. Сами. Еще вот на дне колоды сидит, ждет у моря погоды. Вы сами должны начать что-то делать. Возможно, если вы один или одна, карта говорит, вы себе создали какой-то образ, вы этого человека ищете, а найти его не можете, потому что такого человека не существует. Карта говорит, перестаньте рисовать себе эти картинки, посмотрите на жизнь здраво, да, то есть все мы не идеальные, вы не можете найти идеального человека, ну, это если вы один или одна. Если вы в отношениях, то опять же карта говорит, что здесь вам как-то надо вот спасать себя из этих отношений, они какие-то не такие, как должны быть. Так что вот здесь однозначно вам надо весной, ваша задача разобраться с вашей личной жизнью, с отношениями в семье, карта показывает. Смотрим дальше, что на работе. На работе, в делах. Закрытая дверь. Смотрите, как интересно. Но карты показывают, что у вас есть ресурс, у вас есть какие-то способности, инструменты проходить сквозь эту дверь. То есть, несмотря на преграды, вы эти преграды можете легко преодолеть в работе. Поэтому, если вы перед собой поставили какие-то цели, задачи на работе, то карта говорит, что никакие преграды вас не остановят. Вы все равно добьетесь своих целей в этот период. Ну, соответственно, если вы ищете работу, да, то есть карта говорит, что тебя ничто не сможет остановить. Ты пройдешь даже сквозь стену, грубо говоря. Вот такая у вас будет целеустремленность по этой карте. Вы способны заглядывать, еще эта карта иногда говорит, способны видеть то, что не могут видеть другие. То есть для других дверь закрыта, они не могут за нее заглянуть. А вы можете как бы видеть сквозь стены, сквозь двери. Так что вот тоже неплохая карта. Двойка может показывать перемены, когда мы переходим из одного места на другое. Видите, здесь такой как бы переход из одной комнаты в другую. Поэтому карта может еще показывать, что весна станет неким таким переходом с одного места на другое, либо из одного проекта в другой проект. То есть вы будете что-то менять в своей работе, в своей деятельности. Так что да, ну, карта неплохая. Несмотря на то, что дверь закрыта, видите, вы способны как бы эти преграды убирать со своего пути. Смотрим деньги. Что с деньгами? Ой, здесь все отлично. Арочка, проема нет, двери нет, проем открытый, пожалуйста. Более того, открытая такая вот равнина, все зеленое, а зелененькая всегда говорит о росте доходов. Плюс у нее в руках яблочки, виноград. Виноград это тоже у нас всегда хороший урожай. Виноград это доходы, увеличение доходов. Здесь однозначно увеличение доходов. У вас знаете, что еще может быть по двойке? Две работы. Как вариант. То есть кроме работы будет еще и подработка, когда вам придется прям разрываться, да, то есть быть одновременно, смотрите, и с той стороны, и с этой, то есть одновременно делать две работы. Но зато это будет вам приносить доходы, ваши доходы увеличатся однозначно весной. Королева жезлов – это такие максимальные результаты. Ваша максимальная активность в этой сфере приносит хорошие
результаты. Так что тут супер. Работа и деньги хорошо. Смотрим здоровье. Троечка жезлов. Ну, здесь опять же дверь открыта. Дверь не закрыта, вы можете этой сферой заниматься. Тут даже карта предупреждает, что, возможно, будут какие-то проблемы у вас со здоровьем, и вам придется даже вот искать помощи. Маяк погас, да, то есть и тут вот хранитель маяка, он выкрутился, нашел выход, как сделать так, чтобы корабли не врезались в берег, да, то есть он зажег огонь, и таким образом корабли видят, что здесь берег уже, и не, да, то есть не попадают на берег. Так что тут вот предупреждение. Организм будет подавать вам какие-то сигналы и говорить: вот здесь у меня болит, пойди узнай почему, пойди выясни. Так что обращайте внимание на сигналы, которые подает вам организм. Где-то что-то тянет, ноет, болит. Это значит, пора идти и выяснять почему. И двери открыты, то есть вы будете находить хороших врачей, не будет, например, там очередей на какую-то процедуру, на какое-то обследование, то есть все будет легко вам даваться, идти в руки. Так что вот такой период у вас. У вас все хорошо, может быть, на работе, в деньгах в этот период. Опять же, для вас нет преград. В здоровье для вас тоже, в принципе, преград нет. Более того, обратите внимание на здоровье. И самое главное, обратите внимание на личную жизнь. Здесь карта говорит, вам срочно нужно от чего-то избавляться. Срочно нужно. Возможно, даже личная жизнь, она должна стать главнее, чем вот работа и финансы для вас. Потому что здесь какая-то очень такая, знаете, острая ситуация, королева мечей, острая ситуация. С ней нужно разбираться вот прямо здесь и сейчас. Не тянуть, не ждать, не тянуть. Вот так. Благодарю за внимание, львы. Ну, более подробно, более детально мы с вами уже, конечно, будем смотреть в прогнозах на месяц и на неделю. Жду вас на своих новых видео.